Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня сегодня в программе. 4 октября в Сочи состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Указом президента 11 учителей удостоены почетного звания «Заслуженный учитель Республики Абхазия». На культурно-деловой платформе ГУМА прошел мюзикл «Золушка» – совместный проект Сухумского музыкального училища и детской школы искусств. 4 октября в Сочи состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего долгосрочного сотрудничества в различных областях. Сария Кварцхелия расскажет подробнее. Открывая встречу и приветствуя Аслана Бжания, Владимир Путин поздравил главу государства и весь народ Абхазии с 15-летием международного признания независимости Абхазии и 30-летием победы в Отечественной войне народа Абхазии. Я вас хочу еще раз поздравить, пожелать всего доброго вам, всей Абхазии, всему народу Абхазии. В начале разговора Владимир Путин отметил, что в целом между государствами ситуация развивается хорошо. Он подчеркнул, что рост товарооборота за прошлый год составил 73%. В целом 64 региона Российской Федерации поддерживают отношения с Абхазией по очень разным направлениям. Работают больше 200 совместных предприятий, добавил Путин. Я надеюсь, будет работать дальше. Развиваются все мероприятия по программе адаптации к экономическим условиям работы в России, к социальным. Госпрограмма, наша совместная программа развития социально-экономической сферы Абхазии. Наверное, есть вопросы, которые требуют какого-то дополнительного обсуждения. Мы этим и займемся с вами. Аслан Бжания поблагодарил Владимира Путина и подчеркнул, что отношениям Абхазии и России в последнее время придан дополнительный импульс. Идет процесс гармонизации, что сближает позиции государств в рамках создания единого социально-экономического и оборонного пространства. Это очень важно, мы этим занимаемся и будем заниматься дальше. Благодаря совместным усилиям недавно был принят документ, который позволяет гражданам Абхазии приобрести гражданство российское в упрощенной форме. Это тоже большой шаг, потому что наши граждане настроены в этом плане очень позитивно. Мы хотим и будем следовать тем договоренностям, которые прописаны в наших основополагающих документах. Хотим участвовать в интеграционных процессах, которые инициируются российской стороной, при участии России, потому что это соответствует коренным интересам Абхазии. Для нас это очень важно. Перед встречей с Владимиром Путиным президент Абхазии Аслан Бжания посетил федеральную территорию университета «Сириус», в котором ему продемонстрировали новые лаборатории, рассказали об организации учебного процесса нового типа. Владимир Путин отметил, что для детей из Абхазии, которые учатся в университете «Сириус», открываются большие возможности. Надеюсь, что это сотрудничество в гуманитарной сфере, в сфере образования, поддержки детей, прежде всего, конечно, в данном случае талантливых детей, перспективных, оно будет продолжаться. Вы знаете, я здесь уже третий раз. Мне как-то организовывали экскурсию и до этого. Сейчас все это освежили в памяти. Я встречался с теми ребятами, кто учится в этом центре. Это, конечно, здорово. Я сам из 7 педагогов сельских. То, что было тогда, и то, что сейчас здесь, какие инновации, какие возможности, это, конечно, капитал в будущее, который в обязательном порядке даст ощутимый результат. Мы счастливы, что рядом с нами, с Абхазией, такой центр, благодаря вашим усилиям. Диалог за закрытыми дверями продолжался более часа. Сария Кварцхелия, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В продолжение темы президент Абхазии Аслан Бжания в интервью российской газете «Известия» рассказал об участии республики в союзном государстве и о размещении в Абхазии пункта постоянного базирования военно-морского флота Российской Федерации. В этом очень нестабильном мире очень сложно выжить одному. И мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы наши союзнические отношения с Российской Федерацией укреплялись. Это вопросы обороноспособности.
И, конечно же, в перспективе, в соответствии с нашими межгосударственными договоренностями, а в договоре от 24 ноября 2014 года как раз сказано о том, что Российская Федерация будет создавать условия для участия Абхазии в интеграционных процессах, реализуемых на территории бывшего Советского Союза при участии или по инициативе Российской Федерации. Конечно же, в перспективе участия в таком союзном договоре наряду с Белоруссией это было бы правильным направлением. Так я это понимаю, потому что союз независимых республик, равноправных, это новая синергия, это возможность развития и этносов, проживающих в этих государствах, и более высокий уровень безопасности. Тех, кто желает развязать конфликты, развалить и Россию, и тех, кто желает обратно вернуть Абхазию в Грузию, таких сил пока достаточно. Вы помните очень хорошо, какие меры предпринимались в 2020 году по дестабилизации обстановки в Белоруссии. Слава Богу, власть сумела ситуацию удержать на контроле, но тем не менее такого рода попытки не будут оставаться, не будут такого рода попытки прекращаться, как это мне представляется. Об этом говорит вся история. Поэтому в перспективе участия в союзном государстве я рассматриваю как процесс, коренным образом обеспечивающий интерес развития нашего государства, нашего этноса. В плане военного сотрудничества с Российской Федерацией сделано очень многое, но предстоит сделать тоже очень много шагов. И мы этим занимаемся постоянно. Учения эти проходят с определенной периодичностью, по ранее утвержденным планам. Есть взаимодействие по военно-техническому сотрудничеству. Российская Федерация оказывает нам поддержку. Постоянно наши специалисты проходят повышение квалификации в специальных заведениях Российской Федерации. Поэтому этот вопрос, конечно же, является вопросом, который никогда не сходит с повестки дня. Вы, наверное, обратили внимание, в день нашего праздника к нам зашел малоракетный корабль. Мы поднялись на борт этого корабля. Очень современное судно с серьезными боевыми возможностями. Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очимчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота Российской Федерации. Это все направлено на повышение уровня обороноспособности и России, и Абхазии. И такого рода взаимодействие будет продолжено, потому что это является обеспечением коренных интересов и Абхазии, и России. Безопасность превыше всего. Планы совместные с Российской Федерацией. В Российской Федерации было дано поручение, и сейчас процесс на стадии проектирования будут расширять возможности пункта пропуска на ПСОЛ. И мы соответствующим образом, наша абхазская сторона, это же совместное проектное решение, строительные работы, мы этого ждем, во-первых, и то, что будет зависеть от нашей стороны, мы обязательно все это сделаем. Потому что на самом деле пункт пропуска в летние месяцы работает в режиме, который не был предусмотрен проектными расчетами. Это первое. Второе, для того, чтобы создать наиболее комфортные условия для наших туристов, а мы заинтересованы в том, чтобы их количество возросло, мы запустили электропоезд «Ласточка». Поезд пришел в Гагру. В будущем году он к нам до Сухума будет приходить. В этом году на постоянной основе, уже так можно говорить, мы запустили круизный корабль «Князь Владимир». В планах есть, в советское время был такой маршрут летний, северный и южный приют. Это граница с Карачаево-Черкесией. Молодые люди, или те, кто любит горы, в поход ходили и приходили на южный приют. Там их забирали автобусами и привозили в Сухум. Это, во-первых,
здоровый образ жизни, во-вторых, это сближает народы, это очень красиво. И мы думаем над тем, чтобы такие маршруты тоже запустить. Это тоже имеет отношение к отдыху, к такому специальному виду отдыха, как горный туризм. А тут есть над чем думать, и мы будем этим заниматься. У нас в тестовом режиме, значит, мы опробировали вертолетное сообщение, с Красной Поляны к нам прилетали, мы к этому готовы. Надеюсь, все это будет в ближайшее время носить постоянный характер. К другим новостям. Поздравления и слова благодарности звучат в адрес тех, чье призвание учитель. С утра школьники спешат поздравить любимых педагогов, согреть их теплым взглядом и улыбкой. 5 октября во всем мире отмечают День учителя. Продолжи фразу «Учитель – это». Вторая мать. Учитель – это. Лучший человек. Учитель это как лучший друг, защитник. Вторая мама. Друг, вторая мама. Второй самый лучший друг. Наш друг с детства, можно сказать. Всегда может поддержать, научить чему-то. Люди, от которых так много зависит в жизни, учителя. Их задача не только учить и воспитывать, но и поддерживать, раскрывать таланты, прививать правильные ценности, помочь определиться с будущей профессией, творить добро. 5 октября весь день абхазские школьники поздравляют своих педагогов с профессиональным праздником – Днем учителя. Леон, сегодня День учителя. Что ты пожелаешь своим учителям? Я хочу, чтобы он хорошо себя вел. Здоровье, чтобы было все хорошо. Мы их очень любим. Преподаватель физкультуры 10-й Сухумской школы имени Нестора Лакоба Клавдия Гунба учит детей вести здоровый образ жизни и любить спорт. А еще обязательно побеждать. Об этом говорят многочисленные кубки и медали, которые завоевала школа на международных соревнованиях. Преподаватель с гордостью рассказывает о своих учениках. Эта команда на чемпионате города. Здесь такие люди, например, вот Инал Ардинга, Тараш Хагба, которые сейчас занимают очень достойные места. Так что это считайте, это первые мои чемпионы. И это тоже в основном все те, которые послевоенные, вот начало войны. Эти баскетболисты мои, они выезжали, честь Абхазии защищали. Самый у нас был баскетбол. Вот эта команда заняла у нас первое место. Всего в 1 мяч выиграла первую среднюю школу. В 1 мяч. Это был самый запоминающий день, когда наши выиграли баскетбол. Клавдия Георгиевна работает с детьми уже 38 лет, из них 22 года в горской школе. После окончания института выбрала направление по душе. У меня было 2 специальности, то есть по лечебной физкультуре и школьная система. И я выбрала, конечно, школьную, потому что к детям у меня больше тянуло меня к детям. И поэтому я решила остаться в школьной сфере. Работала я в Гудаутской средней школе номер 2, где я получила колоссальные навыки. В свой праздник они на работе, проводят уроки. На большой перемене есть немного времени, чтобы отдохнуть и поздравить друг друга. Директор 10-й столичной школы имени Нестора Лакоба Аида Кварчели отметила нелегкий труд учителей образовательного учреждения и вручила им грамоты. Профессионал нухаду зиграбха зирган и взегасшует абгубзера аман шалара шджабаб забан и шпылать шара усас дыжоло шизапсо шцевича рыбзаба рыхат зрабша и снак шарафзыхана и гурхера нобаси жабыш сирный шахонше хайцайта. Поздравления и бесконечные слова благодарности звучат сегодня в адрес тех, чье призвание – быть учителем. На их плечах непростая миссия – провести из детства во взрослую жизнь. Гугу Савардани, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил учителей Абхазии с профессиональным праздником.
В День учителя выражаю благодарность любимым преподавателям. Высочайшие оценки достойна ваша самоотверженность в благом деле воспитания и обучения детей и подростков. Вы не только передаете им нужные знания, но прежде всего вдохновляете их на достижения. Благодаря вам многие молодые люди находят свое истинное призвание, развиваются и достигают успеха во взрослой жизни. Без преувеличения, труд учителей – это фундамент будущего Абхазии, отмечается в поздравлении главы государства. Указом президента Абхазии Аслана Бжаня Аделаида Кабба награждена орденом Ахисепша второй степени за весомый вклад в систему образования, обучения и воспитания подрастающего поколения, многолетний плодотворный труд, говорится в указе главы государства. Другим указом президента за заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения почетного звания «Заслуженный учитель Республики Абхазия» удостоены Гриценко Светлана Владимировна, учитель средней школы номер 3 города Сухум; Делба Нонна Борисовна, директор столичной школы номер 1; Канджария Нелли Ильинична, преподаватель Бзыбской средней школы номер 2; Кашель Вера Васильевна, учитель школы номер 2 города Сухум; Лакоба Аида Арзаметовна, учитель Гудаутской средней школы номер 1; Топчан Лиана Амбарцумовна, преподаватель столичной детской школы искусств номер 1 имени Ковача; Уридия Нана Гивьевна, бывший директор вспомогательной школы города Сухум; Хакба Элеонора Михайловна, учитель Гудаутской средней школы номер 2; Шамба Хибла Гивьевна, учитель средней школы номер 4 города Сухум; Амичпа Вахтанг Потович, заместитель заведующего отделом образования Учимчирского района; Закарая Эмма Варламовна, директор Тамышской средней школы. Продолжаем выпуск. В МИДе Абхазии прокомментировали вопрос материально-технического обеспечения военно-морского флота Российской Федерации в Республике Абхазия. Участие в интеграционных процессах, в том числе в военной сфере, является суверенным выбором Республики Абхазия. Создание необходимой инфраструктуры пункта материально-технического обеспечения военно-морского флота Российской Федерации в Республике Абхазия соответствует коренным интересам нашего народа, способствует упрочению нашей безопасности. Обращаем внимание на необходимость скорейшего подписания взаимообязывающего соглашения о неприменении силы, которое уже не первый год обсуждается на площадке женевских дискуссий. Однако позиция Грузии не способствует улучшению ситуации в сфере безопасности в регионе Южного Кавказа, говорится в комментарии. Комиссия по подготовке плана мероприятий по празднованию 30-летия Победы и независимости и 15-летия международного признания независимости Республики Абхазия подвела итоги работы. Под председательством вице-президента Бадры Гунба прошло очередное заседание членов комиссии, которые дали высокую оценку проведения праздничных юбилейных мероприятий. Детали в репортаже Алики Трапш. Открывая заседание Государственной комиссии по подготовке плана мероприятий по празднованию 30-летия Победы и независимости и 15-летия международного признания независимости страны, вице-президент Бадра Гунба поблагодарил всех членов комиссии за проделанную работу и отметил особую консолидацию абхазского народа в этот день. В организации порядка сотни юбилейных мероприятий, проходивших по стране, приняли участие более 3000 человек, каждый из которых сделал все от него зависящее, отметил вице-президент. Имя устара харакны решит хасство яхтани коз хабей поларасхояр хона табуб харас херстахуб зкюла абреус яхадзгала зиге игоп яхбуз апарадала холод фером эйвейпшим ахолпаз концерт программа ялохузрома ахоикоп убасава جرجيا حمبز أخذ جبا داري رتفزو وبرت قلم قالا تبوب حراحود دار وقويا خورد بيقون هس قويا نقويت عجل الرقزار خاربشز داري رتفزو حوا عجلر خالد الخويت ايوي بشم اوسمي بقدكوا اري يونردورت حرا حجلر رزي تسكدو شامو حيايرا دوامش حبيبش از خودسرا وبرزهنجي لمقالا تبوب حرس هستخو
Гендиректор АГТРК Ирина Агрова поблагодарила вице-президента за помощь телеканалу в организации съемочного процесса. Она подчеркнула, что сотрудники ведущих каналов России помогали операторам абхазского телевидения во время прямой трансляции Парада Победы. Ирина Агрова также отметила, что к 30-летию Победы были подготовлены репортажи с участниками войны, которые раньше оставались в тени. Бадра Гумба, в свою очередь, подчеркнул, что к празднику было сделано много хороших материалов, которые останутся в архиве. Все члены комиссии дали высокую оценку подготовки и организации мероприятий по празднованию Дня Победы и независимости Абхазии. Отдельные слова благодарности звучали в адрес министра финансов Владимира Делба за своевременное финансирование всех запланированных проектов и мероприятий. Владимир Делба также поблагодарил всех за качественную работу и в очередной раз рассказал о порядке единовременных выплат семьям погибших и инвалидам войны. Оказание единовременной помощи семьям погибшим. Их 3 категории было, и в последующем еще добавлена была 1 категория. На сегодняшний день эти выплаты осуществляются. Я говорю о выплатах, которые получают, еще раз подчеркну, семьи погибших через бюджет пенсионного фонда. Расходы на эти цели составили 27 миллионов 860 тысяч рублей. В различных районах, в различных случаях по-разному люди, разумеется, их получают. Дело в том, что эти средства приходят на счета тех лиц, которые обладают правом на получение пенсионного обеспечения. На эти же счета направляются средства по 20 тысяч рублей. То есть в данном случае этот получатель может получить в удобное для него время, снять эти деньги, там, расплатиться какими-то другими своими обязательствами. То есть пенсионный фонд на эти цели направил 27 миллионов 860 тысяч рублей. Кроме этого, обращу внимание, что главы администрации районов и города Сухум отдельными своими решениями принимали в различных размерах оказания материальной помощи ветеранам, инвалидам Отечественной войны. Разумеется, к этому мероприятию подключился и Государственный внебюджетный фонд инвалидов. Это разновременные выплаты, у каждого какие возможности, исходя из, значит, своего бюджета. Президент страны принял решение об оказании тоже поддержки финансовой всем ветеранским организациям, ну, я имею в виду территориальным ассоциациям, да, всем буквально. Как это было и в прошлом, и в позапрошлом году, эти деньги тоже были вовремя доведены до каждой ассоциации. Глава столичной администрации Беслан Эшба сообщил, что новый мост через реку Басла будет оборудован лифтом для маломобильных групп и колясочников. Так получилось, что конструкция стала очень громоздкой. То есть бетонное сооружение выходило прямо до линии, значит, набережной, той, которая у нас вот идет по улице. На этой стороне, на той стороне мы сейчас столько не говорим. Поэтому, посоветовавшись с архитекторами, со строителями, со всеми, ну, понятно было, что надо было ее сокращать. То есть она доминировала бы над всем тем, что у нас в этой части есть. Завтра, послезавтра, там библиотека, знаете, да, там мы много говорим о том, что там мы хотим как-то обустроить, возобновить эту историю. И вот эта доминанта становилась, подавляла все вокруг. Поэтому мы попросили сдвинуть лестницу и сделать ее таким образом, но понятно, что нам все равно эту тему сохранить. Но установка такого лифта еще и с 2 сторон, там нужно подготовительные работы, и просто не успели. Ну, тот, кто услышал, мы давали там в коротких комментариях, что мост не завершен, обязательно будет стоять специальное сооружение, наружный лифт Яхтзюб. Вот это будет со стороны стоять, она антивандальная там, и так далее. И матеря с колясками и инвалиды наши будут с удовольствием подниматься на мост, переходить, и там же тоже будет конструкция. Ну, по предварительным, эту часть на этой стороне мы сделаем за свои деньги, на той стороне сделать инвестор. Поэтому сейчас я не думаю, что это было... Ну, раз решили эту тему поднять, то объяснение есть только вот такое. Чтобы не испортить нашу красоту вот этой парковой зоны. Для этого было это сделано, сокращение вот этой части моста ближе к речке Басла. В завершении встречи вице-президент Бадра Гумба вручил всем членам Государственной комиссии памятные сувениры и альбомы, выпущенные к 30-летию Дня Победы и независимости Абхазии. Алика Трапш, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. По 3 статьям Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Адзюбжа Учимчирского района.
По 3 статьям Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело в отношении Апшицба Руслана Константиновича, 1969 года рождения. Житель села Дзюбжа задержан сотрудниками уголовного розыска ОВД по Ачимчирскому району. В результате обследования участка, прилегающего к домовладению гражданина Апшицба, сотрудниками милиции обнаружены изъятые наркосодержащие корни растений конопли. В пристройке дома на кровати обнаружено 6 веток сухого растения. В ходе дальнейшего обследования жилища на 1-м этаже в пристройке были обнаружены коробки с серо-зеленым веществом со специфическим запахом. Эксперты установили принадлежность сухих веток, а также содержимого коробок к наркотическому средству марихуана. Общая масса изъятого вещества составила более 1,5 килограмм. Также в ходе осмотра жилого помещения были обнаружены боеприпасы в количестве 112 патронов, из которых, согласно проведенной экспертизе, 111 являются боеприпасами к автомату Калашникова калибра 5,45 мм и 1 патрон является боеприпасом к винтовке калибра 7,62 мм. Все патроны технически исправны и пригодны для производства выстрелов. Сам же гражданин Апшицба на момент задержания пребывал в состоянии наркотического опьянения веществами метадон и марихуана. Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по части 3 статьи 223, части 1 статьи 228 и части 1 статьи 217 Уголовного кодекса проводит следственная группа Ачимчирского РОВД. Руслан Апшицба заключен под стражу. Красивая и волшебная история любви, полная чудес и превращений. На культурно-деловой платформе ГУМА прошел мюзикл «Золушка». Это совместный проект Сухумского музыкального училища имени Чичба и детской школы искусств имени Ковача. Шазина Ханагу окунулась в мир сказки и расскажет нам подробности. Вряд ли кто-то станет утверждать, что сегодняшние дети существуют в мире сказки. Дети нашего времени лучше многих родителей разбираются в компьютерах, имеют гораздо более трезвый взгляд на жизнь, чем их ровесники лет 20 назад, и сильно от них отличаются. Но даже сейчас есть сказки, лишить любви к которым не смогут ни время, ни старшие скептически настроенные друзья. Одна из таких сказок – «Золушка». История прекрасной девушки, которую судьба щедро вознаграждает за все страдания, была и будет любима детьми и взрослыми. Ну а если соединить эту трогательную, прославляющую добро историю с чарующей музыкой, успех гарантирован. Именно такой симбиоз музыки и постановки представляет собой мюзикл «Золушка». Все должна успеть я сделать. В огороде и в саду. Перемыть, сложить в посуду. Сейчас я угодно. Роль скромной хозяйственной девушки, мечтающей о чуде, играет Исения Бутба. Я очень долго занималась дома, репетировала свою роль, учила текст. Вот потом как бы мы занимались с нашим педагогом, который поставил этот спектакль. Всей компанией мы очень много раз проводили репетиции, очень долго готовились к этому спектаклю. Мюзикл влюбляет в себя с первого аккорда. Игра каждого маленького героя легко запоминается и занимает свое место в сердце. А улыбки с лица зрителей не сходят до конца спектакля. В основе мюзикла, конечно, всем известная сказка о бедной девушке, которой удалось стать принцессой, но с рядом изменений и дополнений. Это наша музыкальная сказка, музыкальный спектакль «Золушка» на новый лад. Почему на новый лад? Потому что там много современных персонажей, которые все дети знают. Это новые фильмы, новые мультики, программы. И мы их включили в нашу сказку, поэтому она нас играет новыми красками. В спектакле нет маленьких персонажей. Все герои имеют свою историю и очень ярко заявляют о себе. Моя роль персонаж Уэнсдей из семейки Адамс. Довольно сложная роль, так как надо не улыбаться, стоять грустно, но мне кажется, я вполне себе смогла сыграть. Сара принц роль насукцой, ария роль хучику и водаю. Из банагзар ария принц и лейша хучик чгёб. Яра и лейша я сарпширак. Юлшама и лейша арпшира. И слушай. Дівчина роль дохмару цара сахша. واز نزل ريوزاج وكسحوت
Шайлас Михахан. Обща какаджим и махвит нас сходала на сахчеполжит. Мюзикл «Золушка» – это совместный проект Сухумского музыкального училища имени Чичева и детской школы искусств имени Ковача. В постановке задействованы 20 человек. Это и студенты, и школьники. Игра юных актеров была настолько убедительна, что все без исключения в зале поверили – чудеса существуют. Шазина Ханагу, Фатима Герге, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. В медиа-центре МИД Абхазии состоялся онлайн-турнир по шахматам «Единый мир». В нем участвовали 122 шахматиста из 15 стран, в том числе из России, Южной Осетии, Ливана, Танзании, Турции, Аргентины, Иордании, Испании, Египта, Туниса, Катара, Японии, Алжира и Ирана. Турнир прошел при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорта, Управления по делам молодежи и спорта администрации Сухума и Федерации шахмат Абхазии. Первое место занял шахматист из Донецка Никита Денисенко. Второе место у представителя Запорожской области Кирилла Милько. Третье место занял абхазский шахматист Тристан Кварасхелия. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 6 октября будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 10-15, днем 18-23 градуса. Температура морской воды 24 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.